Глава Якутии Сэн Николаев с рабочим визитом посетил Булунский улус. Там он провел совещание по социально-экономическому развитию района, посетил объекты образования, культуры, дивизию ПВО Северного флота России, а также проверил работу ветровых установок, рассказывает Ульяна Шагина. На совещании с участием членов Кавмина и представителей муниципалитета глава Якутии Сэн Николаев определил основные направления социально-экономического развития Булунского района до 2030 года. Район вышел из того кризиса, который был здесь еще буквально 5-10 лет назад. Благодаря решениям правительства, принятым в то время, благодаря вложениям в коммунальную инфраструктуру, в социальное определенное направление. Сегодня уже район ставит перед собой задачи по развитию отраслей экономики, которые раньше здесь не развивались даже, например, тот же туризм. Сегодня с появлением военных появляется здесь возможность сбыта местной продукции. С начала этого года части противовоздушной обороны встали на защиту северных рубежей. Главе Якутии показали новое соединение, предназначенное для обеспечения воздушного пространства над Северным морским путем. Специально для военнослужащих в Тикси появился современный блочно-модульный городок, состоящий из 11 объектов. Будет значительное увеличение военнослужащих, членов их семей. Соответственно, появятся новые рабочие места, причем не десятками, а сотнями здесь на территории Тикси. Также в рамках визита Илдархан осмотрел арктический энергетический комплекс, состоящий из введенных в прошлом году 3 ветровых установок и строящейся дизельной электростанции и системы аккумулирования электроэнергии. Ожидается, что комплекс повысит надежность энергосбережения изолированного полярного поселка и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Оборудование, завезенное в страну, сейчас проходит подготовку. В следующем году по навигации будет сюда доставлено, и мы очень надеемся, что как раз к концу 2020 года полностью весь комплекс ветродизельной энергоустановки здесь в Тикси будет запущен. Булунский район входит в арктическую зону, развития которой в наши дни является национальным приоритетом страны. Сегодня здесь начинается работа по совершенствованию транспортной логистики, включая модернизацию аэропортов, портов Северного морского пути и строительству социальных объектов. А также ставятся задачи по развитию тех отраслей экономики, которых раньше не было. Тот же туризм. Сегодня с появлением военных появляется здесь возможность сбыта местной продукции. Есть новые подходы по развитию оленеводства. Мне импонируют те подходы, которые есть у руководства района и руководства поселков по развитию городской среды, поселковой среды, по реализации тех или иных таких, знаете, инфраструктурных проектов. Поэтому я дал ряд поручений в адрес правительства. Самое главное из них, наверное, можно назвать то, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики совместно с Министерством по делам Арктики и делам народам Севера здесь в Тикси реализуют проект по комплексному энергосервису. Он должен быть начат уже с 2020 года и реализован в течение нескольких лет. Это позволит полностью отремонтировать многоквартирный жилой фонд поселка Тикси, позволит обеспечить существеннейшую экономию ресурсов коммунальных для Тикси, так и в целом позволит, еще раз говорю, главное, улучшить качество жизни людей, которые в очень крайне суровых экстремальных условиях проживают здесь, на самом севере нашей республики. К примеру, в селе Быков работает единственная в республике агрошкола, специализирующаяся на производстве рыбы. Глава Якутии встретился с педагогическим составом и воспитанниками образовательного учреждения. Илдархану показали производственный цех по рыбопереработке, который был создан в 2016 году при поддержке администрации Булунского района. Дети здесь сами перерабатывают рыбу, готовят полуфабрикаты, впоследствии реализуют продукцию, а ученики старших классов также принимают участие в процессе вылова рыбы. Уверен, что как раз такой тип агрошколы нам очень нужен, когда мы детям просто не даем какие-то эфемерные книжные знания, а именно реально они уже с детских лет участвуют в процессе и вылова рыбы, и приготовления рыбы, реализации рыбы. Кроме того, Сэн Николаев осмотрел так называемую точку роста. Это открытый при школе в сентябре текущего года Центр образования цифрового и гуманитарного профиля. Руководитель республики высоко оценил деятельность точки роста, агрошколы в целом и пожелал школьникам дальнейших успехов в учебном процессе. Ульяна Шагина, Тикси, Булунский район.